Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. 25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года. Программа разработана и представлена президенту. Абхазия потеряла большого друга. Ушел из жизни российский дипломат Виталий Чуркин. Живопись, графика, выставка работ Батала Джапуа и Андрея Ампар. 25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года. Программа, разработанная по поручению президента в рамках работы Совета по экономическому развитию и реформам, сегодня была представлена Раулю Хаджимба. Обеспечение самодостаточности бюджета, создание рабочих мест – основные приоритеты разработки. Подробности в репортаже наших корреспондентов. На заседании Совета по экономическому развитию и реформам при президенте и представители рабочей группы по разработке программы экономического развития обсуждались проблемы экономики и ключевых точек ее роста. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что представленные в программе материалы отражают экономические реалии и возможности нашей страны. Знаю, что за это время проводились серьезные работы, были встречи в Москве, были в Абхазии. И как результат этой деятельности нам представлены материалы, отражающие экономическую ситуацию в Абхазии и перспективные направления и пути реализации этих возможностей. Насколько мне известно, в этой работе и были использованы материалы, документы, которые называются «Стратегия развития Абхазии до 2025 года». Данный документ требует доработки. Он должен охватить все сферы жизнедеятельности государства, уверен президент. Один из разработчиков программы, Александр Идрисов, считает, что основные ее приоритеты заключаются в обеспечении самодостаточности бюджета, создании рабочих мест за счет роста экономики. В первую очередь нужно, конечно, делать фокус на традиционных. Туризм развивать, но расширять его возможности. Там много возможностей. В сельском хозяйстве много возможностей. Пищевая переработка, пищевая промышленность. И мы провели детальные группы с участием предпринимателей Абхазии, обсудили, соответственно, все эти возможности и пришли к выводу, что вот какие перспективные оставить направления. Программа «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года» разрабатывалась в течение года рабочей группой при Министерстве экономики Абхазии с привлечением экспертов из консалтинговой компании Strategy Partners Group. Непосредственную помощь в работе над проектом оказала московская абхазская диаспора, взяв на себя все финансовые вопросы, связанные с привлечением российских экспертов. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзенба подчеркнул, что без этой программы невозможно говорить о поступательном и последовательном развитии экономики нашей страны. Нам необходимо все-таки переходить к тому, что мы процессы управления государством переводим на рельсы программного поступательного развития. Это очень важно. Мы должны сформировать институты развития, жизнедеятельность которых дольше жизнедеятельности тех или иных политических течений. Это очень важно. Без этого мы не сможем поступательно развиваться, без этого мы не сможем достигать долгосрочных задач и реализовывать амбициозные вот эти задачи, которые перед нами стоят. Несмотря на то, что экономика Абхазии демонстрирует положительную динамику, общие показатели экономического развития находятся на низком уровне, считают разработчики программы. По мнению Александра Идрисова, импульсом роста могут послужить отраслевые секторы, имеющие потенциал, в которых Абхазия может составить конкуренцию. Это в первую очередь туризм, овощеводство и плодоводство, рыболовство, производство продуктов питания, строительных материалов, виноделия, а также в перспективе и сектор информационных технологий IT. А географическая близость к большому российскому рынку открывает значительные экспортные возможности для Абхазии. Очень важно провести трансформацию государственной службы. Мы считаем, что здесь большой потенциал улучшений. И самое главное, нужно улучшить инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса в Абхазии. В том числе и безопасность обеспечить лучше, и, соответственно, налоговый климат создать, и работу чиновников с предпринимателями. Здесь в Абхазии как раз огромный потенциал. Почему? Потому что, в отличие, допустим, от российских регионов, где есть ограничения сверху, и всегда нужно согласовывать что-то с федеральным центром, а в Абхазии есть все. Пошел и принял закон. То есть все только в эффективности власти. На мой взгляд,
будет эффективно действовать власть, будет результат. Еще до начала реализации программы необходимо детально исследовать все ее аспекты, говорят эксперты. И начинать нужно с самого необходимого, учитывая сильные и слабые стороны экономики нашей страны. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. По итогам заседания Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Республики Абхазия Рауль Хаджимба поручил Кабинету министров разработать план действий по реализации представленной программы. Рауль Хаджимба направил телеграмму соболезнования на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, в которой отмечается, что в Абхазии с глубоким прискорбием восприняли весть о кончине постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина. Скоропостижный уход Виталия Чуркина из жизни – тяжелая утрата не только для российской, но и для всей мировой дипломатии. Виталий Иванович был выдающимся политиком, способным широко оценивать ситуацию и обладающим редким даром находить общий язык с людьми противоположных взглядов, принципов и убеждений. С его именем связано развитие многостороннего сотрудничества, укрепление стабильности и безопасности во всем мире, отмечается в частности в соболезновании президента. Абхазия потеряла большого друга. Ушел из жизни блестящий российский дипломат Виталий Чуркин, который бескомпромиссно отстаивал не только интересы своей страны, но и Абхазии и Южной Осетии. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прошел долгий путь от рядового сотрудника отдела переводов МИД СССР до заместителя министра иностранных дел России и постпреда при ООН. Всю свою жизнь Виталий Чуркин посвятил защите интересов России на внешнеполитической арене. Скоропостижный уход из жизни Виталия Ивановича Чуркина – это большая утрата не только для российской дипломатии, но и для всей мировой дипломатии. Виталий Иванович был политиком с большой буквы, дипломатом, человеком, который отстаивал позиции России с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. Человек большой души, большой друг Абхазии. И весть о его кончине, конечно, очень тяжело отразилась в сердцах абхазского народа, людей, которые знали его. Большая потеря, большая утрата для нас. В связи с кончиной Виталия Чуркина министр иностранных дел Абхазии Даурковы направил ноту соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Абхазия хорошо помнит, как российский дипломат Виталий Чуркин в Совбезе ООН отстаивал интересы абхазского народа. Какую принципиальную позицию он занял 8 августа 2008 года. В свое время, когда были события в Южной Осетии, были события в Абхазии, всегда отстаивал интересы, доносил до мирового сообщества позиции Абхазии, позиции Южной Осетии. И эти события, конечно, навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти. Мы глубоко скорбим и передаем слова сочувствия всему народу России и родным и близким Виталия Ивановича. Выступления Чуркина в Организации Объединенных Наций были всегда лаконичные и яркие. Он, как актер, моментально мог выдать шутку, остро ответить оппонентам. Не все знали, что в детстве он действительно снимался в кино. В 11 лет Виталий Чуркин снялся в своем первом фильме «Синяя тетрадь» Льва Кулиджава о Ленине, в котором сыграл сына хозяина шалаша в разливе. Через год была картина о врачах скорой помощи 03. В ней он сыграл Эдди, сына Ольги. А еще через год «Сердце матери» Марка Донского. Снова картина о Ленине. Может быть, и пошла бы его судьба по актерской тропе, если бы не школа. Впрочем, навыки, полученные на съемках, вероятно, помогли Чуркину раскованно чувствовать себя под прицелами камер тележурналистов и даже на трибуне ООН. Именно на должности постпреда России в ООН Виталий Чуркин стал не просто известен широкой публике, а приобрел почти народную славу. Сердца миллионов россиян во многом благодаря Виталию Чуркину испытали полузабытую гордость за силу Отечества, в том числе и за силу слова. Редкий оппонент мог избежать яркого и едкого ответа со стороны российского дипломата. Словесные баталии, в которых принимал участие Виталий Чуркин, были весьма убедительны. В Абхазии никогда не забудут Виталия Ивановича, его яркие и смелые выступления с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. Чуркин войдет в историю мировой дипломатии как один из ее наиболее ярких и талантливых представителей.
21 февраля Виталию Ивановичу Чуркину исполнилось бы 65 лет. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. В Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени на канале Абхазского телевидения по определению очередности выступлений кандидатов в депутаты Народного собрания. Согласно результатам жеребьевки первыми в теледебатах примут участие кандидаты в депутаты Галского избирательного округа номер 35. В данном округе зарегистрированы 8 кандидатов: Дмитрий Адлиба, Джейран Гвадзабия, Вячеслав Вардания, Илья Шадания, Каха Пертая, Лана Цава, Роман Лабжани и Джамбул Куртава. Теледебаты начнутся сегодня в прямом эфире сразу после выпуска новостей. 21 февраля мировое сообщество отмечает Международный день родного языка. Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты, участники демонстрации в защиту своего родного языка, который они требовали признать одним из государственных языков страны. В нашей стране Международный день родного языка символично совпал с днем рождения основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулия. В Сухуми день рождения народного поэта отметили торжественным шествием. Сотни школьников и студентов прошлись по центральной части города и завершили свое шествие у могилы патриарха абхазской литературы в сквере у Госфилармонии. Почтить память Дмитрия Гулия пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцис, член Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, депутаты парламента, студенты, представители общественности. Торжественное мероприятие продолжилось в Доме-музее Гулия. Первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба представил собранию города Пицунда предложение президента Рауля Хаджимба о даче согласия на назначение главой администрации Виталия Хутаба. Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно поддержали предложенную Раулем Хаджимба кандидатуру главы администрации города Пицунда Виталия Хутаба. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия – 1 единица. Прием заявления кандидатов осуществляется в помещении Министерства юстиции в Сухуми с 22 февраля по 8 марта включительно. Выставка работы Адгура Ампар и Батала Джапуа открылась сегодня в Центральном выставочном зале. Более 60 работ в стиле абстрактной живописи и графики были представлены на суд зрителей. Выставку посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. В течение 2 недель любители искусства смогут ознакомиться с творчеством известных абхазских художников. Работы, представленные на выставке, лишь на первый взгляд кажутся оторванными от реальности. Но стоит присмотреться, и ты уже наблюдаешь за миром художников. Это и есть одна из главных загадок абстрактной живописи. Каждая картина привлекает своей уникальностью, буйством красок и особенностью посыла, который зритель определяет для себя сам. На самом деле огромное удовольствие побывать на такого уровня выставке, потому что нечасто такие события происходят в Абхазии. И особенно приятно то, что это происходит в обновленном центрально-выставочном зале. Можно сказать только огромное спасибо этим художникам. Работы настолько созвучны. И, конечно, хочется прийти еще раз, когда зал немножко будет посвободнее от наплыва гостей и познакомиться с работами поближе. Абстрактная живопись требует от зрителя полета фантазии, знания основных принципов жанра и душевного понимания. Именно об этом в первую очередь и говорили гости выставки. Адгур Ампар и Батал Джапуа признаются, что идея провести совместную выставку появилась спонтанно. Их объединило творчество, как и тех, кто пришел посмотреть на представленные работы. Среди множества картин каждый выбрал свою, ту самую, что заставило застыть перед ней. Я вообще любитель абстрактного экспрессионизма. И с большим удовольствием пришла сегодня посмотреть творчество, работы данных художников. Для себя могу отметить данную картину, которая за моей спиной. Безумно стильно, ярко, интересно, живо, динамично. Но я бы хотела для себя отметить технику данной работы. Она очень интересная.
придает некий объем картине. Друзья, знакомые, коллеги, ученики Батала Джапу и Эдгура рассказывали о том, насколько важно было показать эти работы обществу. В общем, очень впечатляет, очень что-то такое свежее, новое. Во-первых, зал, хорошее освещение. Но в первую очередь меня они привлекли как художника по тонам, по цветам. Очень интересная техника, путь выполнения работы. То есть меня очень вдохновили они. Мне кажется, я приду сегодня вечером домой и начну работать над чем-то новым. Экспозиция наглядно демонстрирует, как авторы, используя разную цветовую палитру, создают уникальные художественные образы. Выставка позволила прикоснуться к загадочному миру художников, которые выражают надежду, что их работы и на этот раз пришлись по душе любителям искусства. Сария Смыр, Астамур Гожба, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. При поддержке генерального спонсора компании «Амобайл» состоялся второй концерт музыкального проекта «Споем вместе». На этот раз он был посвящен 50-летию легендарной группы «Апсны-67» и дню рождения народной артистки Абхазии Людмилы Гумба. Известные песни легендарной группы «Апсны-67» исполнили молодые и талантливые артисты абхазской эстрады. Вместе с певцами давно полюбившиеся композиции пел и зал. На концерте побывала и наша съемочная группа. Нисфаршба поделится впечатлениями. Слова из песен легендарной, поистине народной группы «Апсны-67» знают все, вне зависимости от возраста. Они давно стали любимыми. Фама, Наныкера, Ашт, Куакупшра, Райда, Сасвардын. Перечислять названия полюбившихся песен можно очень долго. В этот вечер они звучали немного по-другому, но бесспорно оставались лучшими из лучших. Прекрасный, замечательный концерт. Вообще Хибла Мукба нас постоянно радует новыми идеями. Она же их и воплощает. Наша легенда Людмила Гумба, она стала уже и идолом буквально вот нашей эстрады. Конечно, переполняют эмоции, потому что сегодня такой праздник лично для меня, потому что это песни моей молодости. И вообще, я думаю, что после такого, как пел этот ансамбль, очень трудно, конечно, повторить такое. Я надеюсь, что наша молодежь, конечно, будет и лучше петь, и хорошие песни будут. Но это просто вот эстрадная классика. Полвека позади, Апсны-67 неизменно остается одной из самых популярных групп в Абхазии. Феномен вокально-инструментального ансамбля прост. Доступная, профессиональная и искренняя музыка, которая доходит до сердца каждого. Ведущие концерта Хибла Мукба и Алхас Манаргия рассказывали историю создания каждой песни. Зрители не скрывали своих эмоций от происходящего на сцене. Естественно, я как соавтор проекта никогда бы не решилась провести такой концерт. Но поскольку само предложение поступило от Людмилы Гумба, я, не задумываясь, сразу сказала «да». Мы готовились с ответственностью, понимая ответственность, да, и думаю, что зритель, который сегодня пришел на этот концерт, не разочарован. Я очень надеюсь на это. И надеюсь на то, что самой группе Апсны-67 сегодняшний концерт понравился.
Оценивали выступления молодых певцов не только зрители, но и участники группы «Апсны-67». Пришлась ли песня по душе ее первоначальным исполнителям, было понятно не только по аплодисментам зрителей, но и по их реакции на песню. Генеральный спонсор музыкального проекта «Споем вместе» – компания «Мобайл», которая поддержала главную цель проекта – популяризацию песен на абхазском языке в традиционной и современной аранжировке. Поздравляем группу «Апсны-67» с 50-летием. Это знаменательная дата для всех нас. Хиты группы слушают все, от мала до велика, и надеемся, что и будущие поколения будут слушать их. Желаем группе «Апсны-67» побить все рекорды творческого долголетия, а также хочется сказать большое спасибо проекту «Афицах» за то, что подарили нам еще один приятный вечер и море положительных эмоций. В репертуаре «Апсны-67» более 100 песен. 30 из них вошли в золотую коллекцию 2007 года. Организаторы музыкального проекта выбрали из них самые популярные. И зал был за этот выбор безмерно благодарен. Нисфаршпа Саида Гухава, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается перемена облачность. Временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. Температура морской воды плюс 7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.